Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важная, срочная весточка от вашей судьбы. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим, какую срочную, важную весточку посылает вам сама судьба. Именно сейчас, в этот период вашей жизни. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Вы сейчас за что-то переживаете, либо чем-то сильно обеспокоены, либо какая-то большая проблема случилась в вашей жизни. Мне вообще состояние человека, который в истерике, в панике, себе места не находит, и какое-то странное предчувствие, что вот плохо, будет плохо, либо все плохо закончится. Да? Вы в таком состоянии находитесь. Если вы себя узнали, эта информация для вас. Если у вас все хорошо, вы спокойны, да, ничего плохого не происходит, это не ваша история, да, и просто не слушайте, переходите на другие видео, на другие каналы. У меня здесь информация именно для тех, кто в тяжелом положении, кто в стрессе, кто в депрессии, у кого панические атаки, у кого сердце не на месте, да, именно для вас. Смотрите, видите, вот здесь огромный такой кубок, и здесь X стоит, да? Кубок и X. И здесь какой-то еще человек вам этот кубок, предлагает и вручает. То, что вы ощущаете, это к хорошему, не к плохому. Смотрите, ваша сложная ситуация, либо проблема, дилемма, то, с чем вы столкнулись, решится очень быстро и удачно для вас. Но вот мне идет как выигрыш, как обретение, как счастливый случай, как рука судьбы, которая тасует карты и все расставляет по своим местам. Вас в обиду, в беду никто не даст. Почему это с вами случилось? Да вот женщина, которая на вас что-то насылает, да, вот как посыл идет, негативный посыл. Здесь и магия может отыграться. И наговоры, оговоры, даже сговор с другими людьми для того, чтобы вам навредить. Вся проблема, она благодаря усилиям этой женщины возникла в вашей жизни. Эта женщина зла вам желает, эта женщина пытается вас убрать со своего пути, вытолкнуть из жизненной колеи. Да? Она это делает специально во вред вам. Магичит, либо наговаривает, либо козни вам строит, либо с кем-то в сговоре для того, чтобы вам создать проблему. Но рука судьбы все расставит по своим местам. Поверьте, вот он крестик, вы его видите, да, и вот она чаша, и вам ее предлагают. Все закончится, и закончится гораздо быстрее, чем вы могли подумать, и закончится очень хорошо, потому что чаша — это награда. Чаша хорошая означает, чаша либо кубок, да, может быть, вы выиграете, и вам вручат этот почетный кубок. А может быть, ситуация настолько радикально поменяется, что вы еще в огромном плюсе окажетесь, да, будете праздновать, поднимать бокалы и праздновать свою победу. Либо то, что неприятность уйдет, либо какой-то вопрос критически важный для вас решится. Все, что вам нужно сейчас делать, это взять себя в руки, успокоиться, не накручивать себя на негатив, о плохом не думать, а мысленно представлять, что все закончилось. И если вы человек верующий, не забывайте просить высшие силы о скорой помощи в трудную минуту. Это прям очень вам поможет.
Да, нет, вам никто не даст пропасть, никто не допустит, чтобы какие-то беды вошли в вашу жизнь. Вы ценный человек, вы хороший человек, вы важный человек, вы с чистым сердцем человек. В обиду вас никто не даст. Сама рука судьбы вот так вот все перемешивает и разделяет. Плохим плохое, хорошим хорошее. Вы хороший человек, вам чаша идет. А этой плохой женщине ей еще достанется, не переживайте. Дальше послание для девушек, для женщин. Здесь такая трогательная картинка. Девушка, женщина очень прекрасная. Одна жизнь очень тяжелая. Много ответственности, много работы. И вот как будто бы вы одна. Одна сама за себя, либо сама и за себя, и за всех. На вашем попечении либо животные есть, либо дети, либо родственники, старшие родственники. Вот вы такая славная, но нет счастья в личном, как я понимаю, да? Вот одна, вы одна, а хочется счастья, хочется любви. И смотрите, здесь показан прекрасный такой журавль, который летит в вашу сторону, свинью отгоняет. Свиньей могут показать какого-то бывшего мужчину, либо недостойного мужчину, который вот на вас глаз положил. У вас то ли в один момент так произойдет, что сразу два мужчины за вами будут ухаживать. Но один как свинья, вот она, видите, свинья, вот. И вот он журавль красивый. Свинья уходит, журавль приходит. Да? Либо вы именно журавля выберете, либо журавль придет и свинью прогонит. Да? Либо недостойный мужчина сейчас рядом пытается вас там домогаться, но придет хороший, который вас защитит и который исполнит все ваши мечты в личной жизни. Либо у кого-то отыграется, что сейчас 0 мужчин, но появится сразу 2 мужчины. Один из них это свинья, второй это аист. То есть один бестолковый, и с ним ничего хорошего не будет, но зато второй исполнит все ваши мечты. Вам этот журавль, он по судьбе обещан, понимаете? Может быть, вы так долго были одна, потому что ждали именно этого журавля, того самого единственного, с кем вы счастье обретете. Ну, тут либо встреча, либо знакомство, и они неизбежны. Каждый ваш день приближает вас к этой встрече, к этому знакомству. Такая вот картинка для вас показана. Дальше. Здесь информация для тех, кому денежная сумма нужна. Деньги. Вам нужны деньги. Денежная сумма. Либо есть необходимость что-то приобрести, либо есть потребность что-то оплатить. Да? Вы все разные, у каждого по-своему. Может быть, вам на хлеб не хватает. Да? Может, не знаете, чем завтра кормить детей и что самой кушать. Да? Вот у кого-то такая плачевная ситуация в жизни. Здесь какой-то поэтапный выход из вашей ситуации, и причем в долгосрочной перспективе. Вот как-то вы пойдете, дверь за дверью будете открывать. Какая-то женщина рядом с вами, она будет вам помогать. Либо у нее так за вас душа болит, сердце болит, она так за вас переживает, и она что-то придумает. Она вас куда-то отведет, либо кому-то подведет. Вот мне идет, что вы выходите из своего состояния, вот идете как по ступенькам, поднимаетесь, и на каждой новой ступеньке вот как новую дверь открываете. Я даже не буду предполагать, что это, потому что такие варианты в жизни бывают, что в голову даже не придет. Но вот женщина рядом, женщина, которая знает о вас, знает вашу ситуацию, знает вашу историю, может быть, у нее тоже там особо денег нет, помочь нечем, но за вас она, я так понимаю, договорится, либо замолвит словечко, либо кому надо подведет. Вот благодаря этой женщине вы начинаете вот такой путь, всходите вверх и вот все новые и новые двери открываете. О чем вас судьба предупреждает? Во-первых, надо верить в себя, во-вторых, ничего не бояться и ни от чего не отказываться. Ну и еще важный момент. Не забудьте этой женщине в будущем отблагодарить. Да? Не забудьте, какую ключевую роль эта женщина сыграет в вашей жизни. Вот это очень важно. За добром добро платите. Вот это тоже важно соблюдать. Выход будет, поэтапный выход. И поверьте, и сумму обретете, и гораздо больше обретете, и будет что кушать. Тут у женщины, у этой действительно сердце за вас болит. И именно сейчас, я так понимаю, она за вас договаривается, либо с кем-то переговоры ведет, для того, чтобы для вас начали открываться эти двери. То есть она вас, получается, к первой двери подводит, к первой ступеньке, к первой двери, а дальше вы уже пойдете сами. В
общем, важную роль сыграет в вашей жизни. Женщина может быть как и подруга, так и родственница, так и просто какая-то знакомая, которая про вас знает. Вот именно такой момент показали. Дальше. Вот здесь показаны люди, которые к вам какое-то отношение косвенное имеют. Мужчина и женщина. Может быть, это ваши бывшие там свекры, свекровь. Может быть, эти люди, они какие-то дальние родственники. Может быть, эти люди просто добрые люди, да, которые там вам встретятся на жизненном пути, либо уже встретились. Там соседи, например, могут быть. Случайные попутчики могут быть. Мужчина и женщина. Они вам дадут какой-то уникальный совет, который вам в жизни поможет и не раз поможет. Тут прям огромный цветок растет, на подсолнух похож. Подсолнух — это цветок солнца. Да? Благодаря этим людям, благодаря совету, который вы от них получите, вы свое собственное солнце вырастите. Вот вы их внимательно послушаете и сделаете так, как они вам говорят. Даже если вы им не очень доверяете, даже если у вас не те отношения, вот просто их послушайте. Именно с их уст сойдет очень важная информация. Возможно, даже это случайно будет. Да, попутчики там едут, общаются, а вы случайно подслушаете. Либо люди в сердцах что-то скажут, да, просто послушайте и сделайте так, как они говорят. И вырастет вот этот огромный подсолнух. Смотрите, он даже повернулся к вам, этот подсолнух. И будет вам радость, и будет вам счастье. Кстати, подсолнух растет именно над вашим домом. Настолько вот он большой, что он прям над домом растет. Видите, вот она, крыша дома. Кстати, в доме у кого-то из вас как что-то нечистое, черное присутствует. У кого бессонница, кто просыпается среди ночи, кто слышит какие-то звуки непонятные, неприятные, как темная сила у вас в доме завелась, что-то нечистое мне идет, нечистое и неприятное, чужая вещь, не ваша вещь, не принадлежащая вашему дому, эти все моменты вызывает, призывает, либо генерирует. Избавьтесь от чужих вещей, избавьтесь в прямом смысле слова. Избавиться — это не просто выкинуть, это сжечь. Сжечь так, чтобы раз и навсегда. И люди, которые любят, может быть, и не любят, может, такая в жизни ситуация сложилась, да, что вы покупаете second-hand, либо от кого-то вещи берете. Я уже не помню, на Песке, либо на другом канале я рассказывала, да, что так делать нельзя. Нельзя пойти в этот магазин, либо от кого-то взять и домой принести. Вам нужно эти вещи чистить перед тем, как ими пользоваться. Чистить энергетику предыдущего владельца. Вы ведь не знаете, кому принадлежала вещь. Когда вы ее там в секонде покупаете, да, вы не знаете, кто ее носил. А если эта вещь, там, не знаю, с покойника была снята, либо с проклятого человека, да, проклятый человек, вот настолько у него дела ухудшились, что вот пришлось одежду свою сдавать, продавать. Вы этого не знаете. Либо человек был болен, да, вы этого тоже не знаете. Да. Эти вещи нужно чистить, прежде чем вносить в дом. И если вам кто-то дает дорогие новые вещи, либо выглядящие как новые, и понятно, что просто так люди не будут разбрасываться дорогими вещами. Опять же, вещь всегда можно продать, а тут вам в дар дают. У вас всегда должен быть вопрос в голове. Почему этот человек отдает свою дорогую новую практически вещь? Вот. Люди делают переклады, понимаете, и делают они не только на одежду, и на обувь могут делать, и на украшения, и даже на какие-то гаджеты могут. Сейчас вот время, да, технологии развиваются, уже на все научились делать переклады. Да? Вот возьмете чужую беду и будете ее проживать, а человек такой от беды избавилась или избавился. В общем, чистить надо чистить. Чистите чем хотите. Святой водой, солью, свечой. Вот что умеете, что знаете, ладаном тоже можно чистить. Надо руководствоваться такими мыслями, что вот все в секонде покупают, ничего страшного, и я куплю. Это априори неправильно. То же самое, да, человек там богатенький вам что-то там дает, дарит. Всегда спросите, зачем? Зачем он это дарит?
А особенно, еще раз говорю, вещь выглядит хорошо. Человек на нее переклад скинул и отдал вам. Все, от бед избавился, живет еще богаче. А вы мучаетесь. Вот идет мне эта информация. В доме находится. В общем, мои хорошие, не хотите болеть, не хотите страдать, не хотите бед себя наживать. Пожалуйста, с умом, да? Бывшие в употреблении вещи покупайте, принимайте в дар с умом. Не забывая о том, что вещи, прежде чем пользоваться ими, да, обязательно нужно очищать. Вот. И тогда жизнь у вас будет полегче, попроще, и бед не будет, болезней не будет. Все будет меняться к лучшему. Да, я не могу отрицать, что у людей бывают такие ситуации, что просто вот денег там еле-еле на еду хватает, не то чтобы там одежду покупать, либо уж какие-то там гаджеты. И вы любому там, в любой возможности рады. Но опять же, с умом. Делаем все с умом, не забываем про собственную безопасность, про безопасность своей семьи. Это очень важно. Да, принимайте, либо обретайте, но чистите перед тем, как занести в свой дом. Это важно. Это ваша жизнь, это ваша судьба, это ваше будущее. Вот вышел знак, видите, вот он ваш дом. Тут сущности и заветвления такой негативной энергетики. Вот, пожалуйста, кого-то в доме точно есть. Кстати, может быть, даже и не ваш дом показан, да? Возможно, это дом вашей дочери, либо сына, либо сестры, либо брата. Вот кто плохо живет и кто любит вещи обретать в дар, либо приобретать уже бывшие в употреблении вещи. Подсказка идет даже не конкретно вам, но вашему близкому человеку, а вы за этого человека переживаете, да, и так могут показать. Еще какое-то событие, чем дольше вы его ждете, либо чем позднее оно случится, тем будет для вас лучше. Опять же, вы все разные, я не могу сказать, что это за событие, но вижу, что вы нервничаете и места себе не находите. Вам хочется здесь и сейчас, да, подогнать время и что-то получить здесь и сейчас. Но здесь четко показали, чем позже это случится, тем будет лучше для вас. То есть не надо подгонять, не надо нервничать, нужно дождаться своего часа. И опять же, судьба знает, что делает, когда и что нам дать. Да? Может быть, какие-то условия должны созреть, либо что-то должно поменяться, чтобы вы могли по максимуму воспользоваться тем, что вы обретете, либо получите. Не подгоняйте события, не пытайтесь ускорить, подогнать время. Все может сыграть против вас. Дальше мне показывают путешествия, может быть, даже какая-то поездка, может, отдых какой-то, да, может быть, к родителям поехать в другой город, в другую страну, может быть, тур даже, да, туристический тур. Поездка вам идет. Поездка, которая очень хорошо на вас повлияет. Еще показано, что вы в этой поездке с каким-то новым человеком познакомитесь. Этот человек, он как посланник самой судьбы. Человек, который способен вам что-то дать, либо что-то для вас предпринять, сделать. Именно в поездке обретете этого человека. Не стесняйтесь, знакомьтесь, общайтесь. Посланника вы сразу узнаете. У вас к этому человеку сразу вот какие-то чувства возникнут. Да, эмпатия очень сильная возникнет. И у человека к вам возникнет. Возможно, вы даже друг для друга будете посланниками. Может быть, друг другу что-то подскажете, либо объясните, либо помощь друг другу окажете. Вот мне идет, что поездка у вас будет на отдых. Именно вот как-то с отдыхом связано. Еще показывает, что больной человек выздоровеет. Обязательно выздоровеет, когда этого захочет. Звучит странно, но сейчас объясню. Либо это вы, либо кто-то из ваших близких. Да? Ну, мне больше идет, что это кто-то из ваших близких, за кого вы переживаете. Человек болен, болеет, тяжелое состояние, но человек как будто бы, ну, не знаю, потерял смысл в жизни, интерес к жизни потерял. Человек как будто бы хочет, чтобы жизнь его оборвалась. Вот мне идет такая страшная информация. Может быть, кто-то из пожилых родственников. Может быть, человек считает себя обузой. Да? Это ужасно звучит. И прям сердце кровью обливается. Смотрите,
человек может выздороветь и обязательно выздоровеет только лишь когда сам этого захочет. Воля желания выздороветь будет достаточно для того, чтобы победить болезнь и заново встать на ноги, причем крепко встать на ноги. Тут либо вам нужно как-то простимулировать, промотивировать этого человека, либо показать, что человек вам очень нужен, важен, и что вы без него не справитесь, допустим. Да? Вот найти подход такой, чтобы у человека сместить эту картинку с черного на белое. Может быть, вам даже стоит обратиться к хорошему психотерапевту, да, который, знает там профессиональные методики, приемы, сможет это сделать. Либо, если человек верующий, набожный, да, вам следует обратиться к служителю культа, который сможет человека вернуть к жизни, интерес зажечь, да, либо объяснить, что это неправильно, так нельзя, желать себе ухода, либо выхода из жизни, да, это нельзя, это греховно, это неправильно, да, вот, чтобы объяснили. Либо сами старайтесь объяснить. Именно показали, что человек может исцелиться, выздороветь, полностью выздороветь, только если сам этого захочет, либо сама этого захочет. Так, и еще не бойтесь каких-то новостей. Какие-то новости могут прийти. Новости страшные, либо неприятные, либо угрожающие. Это могут быть какие-то послания. Это могут быть даже угрозы в вашу сторону. Либо мировая повестка какая-то такая страшная. Все, конец света. Не бойтесь этих новостей. Это все спекуляции. Спекуляции для того, чтобы людей сделать послушными, либо людей от чего-то отвлечь. Понимаете, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Мне идет, что это спекуляция, и что верить этому нельзя, потому что этого никогда не будет. Да? Здесь какой-то злой умысел определенной группы людей, которая эту информацию разгоняет. Люди впечатлительные, люди эмоциональные, они могут настолько сильно переживать, настолько сильно погружаться в депрессию, что сами себе перекрывают ход своей жизни. Да? Верить в плохие новости либо в плохие сообщения нельзя. Этого не будет. Это спекуляции хитрых и наглых людей. Определенные даже группы людей, не какого-то огромного количества, там небольшая группа, которая это все, создает и распространяет. Да, у этих людей, возможно, есть деньги, связи, доступ к телевидению, к радио, к интернету, да, и поэтому идет такая огромная информационная волна. Не верьте, не верьте. Все, что будет сказано, это все неправда. Еще, мои хорошие, показан какой-то момент, и для вас это как невозможно. Либо вы сами себе говорите, что невозможно, никогда не будет, ни при каких условиях. Но вы этого хотите, либо вам бы очень приятно было, если бы это исполнилось. Какая-то нереальная мечта, либо желание. Вот как сами себе говорите, что нет. Скорее всего, нет, этого не будет. Зачем мечтать? Это все пустое. Не у меня, да, нет у меня таких возможностей. О чем вы так себе говорите? Понятно, что вы все разные, каждый о своем думает. Вы очень сильно ошибаетесь. То, что сейчас кажется нереальным и невозможным, точно будет вашим, либо точно у вас исполнится. Но исполнится гораздо лучше и ярче, чем вы могли бы это себе представить, либо чем вы загадываете. Жизнь, она настолько непредсказуема, что чудеса никто не отменял, либо какие-то резкие развороты, повороты на 180. Поверьте, мечтайте, ждите, все исполнится еще и ярче и лучше, чем вы могли бы того ждать либо ожидать. Может быть, не в самое ближайшее время, но до конца этого года у многих моих зрителей исполнятся самые невероятные и желанные мечты. Говорю вам как есть, до конца года исполнится. У кого-то раньше, у кого-то позже. Идет, что для вас нет ничего невозможного. Нет такого для вас. Что бы вы ни загадали, вы это можете получить. Со временем вы это точно получите. Так что читайте, загадывайте и точно обретайте. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.